А в Московском окружном военном суде продолжается процесс по делу об убийстве бывшего премьера, первого вице-премьера российского правительства, оппозиционного политика Бориса Немцова. Сегодня 9-й день слушаний. Называется «Смотри верстку». Защита и обвинения начали допрос личного водителя политика Дмитрия Петухова. В студии «Настоящего времени» адвокат семьи Бориса Немцова Вадим Прохоров. Вадим, спасибо, что доехали до нашей студии. Сегодня, видимо, слушания прошли без вас, но вы внимательно за ними следите, уж в этом я не сомневаюсь. И у меня сразу вопрос. Уже 8 дней, за которые я внимательно прочитал в расшифровке. Очень подробная трансляция всего, что происходит в Московском военном окружном суде. Я думаю, что я, как и доморощенные интернет-расследователи, задаюсь вопросами некоторыми, которые возникают, когда читаешь показания, то, что представило следствие в суде. Вот, например, экспертиза утверждает, что Борис Немцов получил пулевые ранения, и мы видим, что это пулевые ранения в живот и в грудь. Мы видим, что некоторые люди утверждают, что гильзы тоже разные были. И это порождает всевозможные слухи, домыслы и сплетни о том, что на скамье подсудимых не все, кто стрелял в Бориса Немцова. Давайте попробуем разобраться с тем, что на самом деле сейчас происходит в суде, и с этим делом. Ну, давайте попробуем. Вот из того, что вы сказали, сразу определимся. Гильзы действительно разные. 4 гильзы Юрьев-Занского механического завода 86-го года выпуска. 2 гильзы 6 лет позднее Тульского механического завода. Это правда. Да, это известно было с самого начала. Это известно с самого начала, и, собственно, экспертиза это подтвердила. Пулевые отверстия. Ну, слушайте, данные судебно-медицинской экспертизы были подробнейшим образом изложены в суде. Имеющие уши да услышат. Я в данном случае не говорю качество экспертизы, вообще качество следствия. Скажем, у меня есть претензии к качеству следствия. Но, сейчас я к этому вернусь. Но вот по поводу судебно-медицинской экспертизы. Те отверстия, которые в животе и в груди, а я, кстати, их, так получилось, видел сам, потому что, когда я приехал, Борис еще лежал, вернее, его тело Бориса на мосту. Тело Бориса на мосту, и, ну, правда, он был уже перевернут на спину к моменту моего приезда. Это выходные отверстия. То есть... Всего в теле 6 отверстий от сквозных пуль и 2 слепых ранения, то есть 8 отверстий, 8 пулевых отверстий, от 5 пуль. Одна пуля ушла в молоко, не попала в цель. Таким образом, адвокат потерпевших Вадим Прохоров утверждает, что киллер был один, и стоит закончить эту дискуссию. Я утверждаю, что нужно внимательным образом смотреть те материалы, которые представляются. Пока у меня нет оснований из тех данных экспертиз, которые мы внимательнейшим образом изучили в ходе судебного следствия, сомневаться в том, что, во-первых, стреляли со спины и несколько слева. Никаких выстрелов спереди не было. Все пули, которые в груди и в верхней части живота, они это выходные отверстия. И, собственно говоря, несмотря на то, что у меня есть действительно реально претензии к качеству следствия, у нас есть претензии, о которых я хотел бы более подробно рассказать, но утверждать, что, значит, какой-то киллер сидел... Что кто-то кого-то скрывает, мы не будем. Теперь какие претензии к качеству следствия? Претензии к качеству следствия достаточно серьезные. Ну, во-первых, я так понимаю, что совершенно сознательно выводятся из-под удара организаторы и заказчики. Организаторы и заказчики убийства Бориса Немцова. Потому что на скамье подсудимых те 5 лиц, которые сидят на скамье подсудимых, они обвиняются даже исключительно в исполнении. Это часть 2 статьи 105 пункта Ж и З. То есть убийство группы лиц по найму. Там есть Заур Дадаев киллер, люди, которые помогали Заур Дадаев, следствие предполагает, что он киллер. Есть братья, значит... Губашевы, есть Эскерханов, есть Бахаев. Никто из них не является организатором. Причем это официальная позиция следствия. И, собственно говоря, на скамье подсудимых они находятся исключительно как исполнители. Так. По организаторам полный провал, полная фиаско. Мы, адвокаты Жанны Немцовой, ваш покорный слуга и Ольга Михайлова, неоднократно просили допросить и провести следственные действия в отношении ряда лиц. Не только Руслан Геремеев и Руслан Мухудинов, но это и двоюродные братья Руслана Геремеева, братья Делимхановы. В том числе и депутат Государственной Думы Адам Делимханов, который опять стал... Руслан Геремеев, я напомню, бывший командир батальона «Север». Бывший один из командиров батальона «Север», значит, и
Двоюродный брат, собственно, Адама Делимханова, который опять стал депутатом Государственной Думы, ходит по Думе с золотым пистолетом, и периодически во время драк с другими депутатами у него... Был такой эпизод у него в драке с депутатом выпадает, да. Его родной брат Алибек Делимханов, который, собственно, является командиром полка «Север», непосредственно дислоцирован на территории Чечни. Ну и над этим, конечно же, Рамзан Кадыров, которого мы также требуем допросить на предмет, в том числе, причастности к данному преступлению. То есть следствию недоступны люди, начиная от родственников, близких к Рамзану людей Кадырова? Ну, вы знаете, близкие люди, самый близкий круг, братья Делимханов явно недоступны. Что касается Руслана Геремеева, я, может быть, не открою секрета, мы об этом публично говорили, по нашим данным, никто их, кстати, не опроверг. И в июле, в сентябре прошлого года руководитель следственной группы, это уже не Краснов, это уже генерал Тутевич, выходил значит, с представлением о предъявлении заочного, планировал выйти с представлением о предъявлении заочного обвинения как Руслану Мухудинову, что впоследствии произошло, так и Руслану Геремееву, собственно, двоюродному брату братьев Делимхановых. Но руководитель Следственного комитета генерал Бастрыкин отказал в этом. И в итоге 30 октября прошлого года, 2015 года, заочное обвинение было предъявлено только Руслану Мухудинову, собственно, водителю Руслана Геремеева. Теперь смотрите, у подсудимых есть адвокат Марк Каверзин. Есть. Его позиция в отношении допроса людей, которых вы хотите допросить, чтобы узнать заказчиков, какова? Они, например, не хотят тоже допросить этих людей? Мне интересно. Ну, вы знаете, я не готов говорить за них. Но в суде? Мы пока не заявили этого ходатайства. Это впереди. То есть это будет... Мы заявили это ходатайство о допросе перечисленных мной лиц 22 апреля прошлого года. И кроме допроса Руслана Геремеева, в чем наше ходатайство было удовлетворено генералом Красновым, на тот момент руководителем следственной группы, но местонахождение Руслана Геремеева по сей день неизвестно официально для следствия. В части допроса остальных лиц, братьев Делимхановых, Сулеймана Геремеева, это родной дядя Руслана Геремеева, и действующий член Совета Федерации, то есть сенатор. Это, соответственно, сам Рамзан Кадыров. В этой части следствием нам было отказано. Мы обжаловали это в порядке 125 статьи УПК в суд. Басманный районный суд, он нам также отказал. Мы обжаловали Мосгорсуд. Мосгорсуд нам отказал. В Московском окружном военном суде, где происходит, собственно, сейчас рассмотрение этого дела, мы пока данное ходатайство не заявляли, но вы совершенно правы, мы его заявим. Поддержит ли нас сторона адвокатов обвиняемых, я сейчас не готов сказать, наверное, это вопрос скорее к ним. Вы удовлетворены тем, что это суд присяжных? Ну, вы знаете, по закону, уголовно-процессуальному закону, в случае обвинения по статье 105, тем более часть 2, предусматривающая как возможную меру, возможную санкцию, это пожизненное лишение свободы, в данном случае подсудимые имеют право на суд присяжных. Я хочу сказать, что Борис Немцов, с которым я 14 лет поработал в качестве адвоката, и считаю, что наши отношения были уже, в общем, дружескими, соратники, мы были членами одной партии, и, собственно говоря, они выходили за пределы вот отношений, собственно говоря, адвокат-клиент. Вот я хочу сказать, что Борис Немцов, он сам всегда выступал за судебную реформу и, в общем-то, за развитие такого действительно правильного института, как суд присяжных. Последний вопрос, наверное. Сегодня должны были допросить Анну Дурицкую, спутницу Бориса Немцова, на мосту в момент убийства. Судя по всему, не удалось это сделать. Как вам кажется, удастся это сделать или нет? Ну, сегодня меня не было в Москве, потому что в данный момент я нахожусь в Праге на адвокатской конференции. Да, мне известно, что Анна Дурицкая находится в списке свидетелей, но понимаете, в чем дело? Вы же прекрасно понимаете, что в России достаточно много людей, в том числе и прежде всего во властных структурах, и не только в них, которые просто кровно заинтересованы, чтобы любой ценой попытаться перевести следы от этого преступления не в высшие круги города Грозного, а, возможно, и выше. На бытовой личный уровень? Да нет, даже так, Украина, украинская хунта, или вот там да, конечно, это, собственно, прямо говорится, значит, СБУ и прочие конспирологические теории. И более того, если было хоть какое-то подтверждение этому, ну, кроме того, что Дурицкая является члена украинской ДРГ, хотя, может быть, мы не всего знаем. Видимо, да, но любой ценой это влечь общественное внимание, так же, как, например, то утверждение Бастрыкина и высших должностных лиц СКР о том, что преступление раскрыто, хотя оно явно не раскрыто. Это все делается действительно для того, чтобы, что называется, отвлечь внимание на негодный объект, как это называется среди некоторых представителей силовых ведомств. И поэтому Анна Дурицкая, я полагаю, что не очевидно, что она
приедет, действительно подвергаясь такой опасности. Спасибо большое. Вадим Прохоров, адвокат родственников Бориса Немцова, представляет их интересы на процессе по делу об убийстве Бориса Немцова в Московском окружном суде. Спасибо, Вадим. Спасибо вам.